Добрый день, геометрия 7-9 класс, автор Атанасян, задача 751. Решение представлено для сайта megabotan.ru. Определите вид четырехугольника ABCD, если первое задание А. Вектор АБ равен вектору DC. АБ и BC это векторы модули этих векторов равны. То есть модуль вектора АБ равен модуль вектора BC. Это означает, что длины этих векторов равны. Мы не говорим о направлении, о коллинеарности этих векторов. Мы говорим только о длине отрезка АБ и BC. Посмотрим. У нас есть четырехугольник АБ равен DC. Что означает равенство вектора? Вектор АБ равен вектору DC. Это означает, что их длины равны. То есть модуль вектора АБ, длина вектора АБ равна модулю вектора DC. Отрезки АБ и DC равны. Отрезок АБ равен отрезку DC. АБ, DC это равные отрезки. Кроме этого, равенство векторов означает, что они коллинеарны. То есть они находятся или на одной прямой, или они расположены на параллельных прямых. Так как у нас здесь получается четырехугольник, значит на одной прямой они не расположены, они расположены на параллельных прямых. АБ параллелен DC. Это уже у нас признак параллелограмма. Если в четырехугольнике две противоположные стороны параллельны и равны, то такой четырехугольник называется параллелограммом. Значит, мы доказали, что ABCD это параллелограмм. Но если мы посмотрим, у нас еще по условию вектор АБ, модуль вектора АБ равен модулю вектора BC. Из этого мы делаем вывод, что ABCD это у нас параллелограмм. Дальше мы берем еще из условия задачи модуль вектора АБ равен модулю вектора BC. Мы не знаем, какое у них направление, но мы знаем, что отрезок АБ равен отрезку BC. Длины этих отрезков равны. Тогда получается, что в этом параллелограмме АБ равен BC, АБ равен BC, АБ равен DC. И получается, так как BC и AD это параллельные и равные стороны параллелограмма, противоположные параллельно равные стороны, то BC еще будет равен AD. В этом четырехугольнике все четыре стороны равны. И противоположные стороны параллельны и равны. Это означает, что наш четырехугольник ABCD является ромбом. Из равенства сторон мы делаем вывод, что ABCD это у нас ромб. Условие второе. Вектор АБ и DC это коллинеарные векторы. То есть они имеют одинаковое направление и они сонаправленные коллинеарные векторы. То есть они расположены на параллельных прямых или на одной прямой и у них одинаковое направление АБ и DC. Это означает, что отрезки АБ и DC это параллельные отрезки. АД и BC не коллинеарны. А это означает, что они расположены не на параллельных прямых. То есть АД не параллелен BC. Четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две другие не параллельны, две другие противоположные стороны не параллельны, называется трапецией. Параллельные стороны называются основаниями. То есть получается, что у нас ABCD это будет трапеция. Трапеция с параллельными основаниями AB и DC. Это его параллельное основание. AD и BC не параллельные отрезки. Это у нас получается боковые стороны. Здесь у нас ромб, а здесь у нас трапеция.